Мисс Республика Саха-Якутия — ежегодный региональный конкурс красоты, обладающий эксклюзивными правами на представление участниц от Республики Саха-Якутия на национальный конкурс красоты «Мисс Россия». Данное мероприятие является культурно-социально значимым проектом и становится визитной карточкой республики. Приветствую всех жителей нашей необъятной республики, жителей нашего прекрасного города Якутска. Меня зовут Изабелла Егорова, я являюсь режиссером-балетмейстером нашего регионального конкурса красоты «Мисс Республика Саха-Якутия». За спиной, имея большой опыт работы именно в этом конкурсе, хочу отметить масштаб организации в первую очередь. Ну и, безусловно, в нашем конкурсе в этом году присутствует республика. Будут участницы из далеких северных улусов, так и ближайших улусов. Подготовки к конкурсу начались месяц назад. Это относительно небольшой срок для организации такого масштабного мероприятия. За всю историю проведения конкурсов в кастинге в этом году участвовали более 100 девушек, из которых мы выбрали 30 красавиц, но, к сожалению, 3 из них выбыли. Но ничего страшного, они могут попробовать свои силы в последующих годах. Что касается новшеств в проведении конкурса «Мисс Республики Саха-Якутия», безусловно, это место проведения. Наше грандиозное шоу состоится 24 января в ЦСП «Триумф». И, безусловно, это будет шоу, это будет мероприятие, это будет действие стадионного масштаба. Ну и, безусловно, в команде работают самые лучшие профессионалы своего дела. Это компания «Звук и свет» в лице директора Александра Борисова. Это будут нереально красивые, шикарные костюмы от Юрия Лукина. Это будет видеоконтент от ведущего видеоконтентчика Дмитрия Никанорова. Ну и, безусловно, это музыка, под которую наши красавицы будут дефилировать по подиумам. Подиумы у нас не в одном количестве, их будет 3. И, безусловно, по музыке с нами будут работать ансамбль традиционных инструментов «Кыл-Саха» под руководством Анны Томской. И, безусловно, проект «Уран» — это электронная музыка. У нас будет нереально красивая коллаборация. Концепция проведения этого мероприятия в течение всего времени будет раскрываться тема от истоков к современности. В течение всего вечера наши красавицы воистину предстанут перед вами в самом лучшем виде. И, несомненно, в республике проживают самые лучшие, красивые, умные девушки. Гоголева Сахая, пиар түнен тәрәһеңә Мисс Республика Саха-Якутия улахан конкурска үләлир ческә тегистем. В этом году конкурс Мисс Республика Саха-Якутия предстоит у нас очень большая работа у организаторов. Девушки сегодняшнего дня живут в гостинице «Лена». В течение 10 дней будут каждый день готовиться к финалу, который пройдет 24 января в ЦСП «Триумф». У девушек очень плотный график с 8 утра до 11 вечера. У них каждодневные репетиции, мастер-классы, ну и, собственно, обед и ужин. Фитнес они обязательно тоже посещают. В этом году у нас главной социальной темой является экоактивизм и осознанное потребление. Об этом мы вам еще расскажем в наших следующих выпусках, когда придут гости, наши активисты. Также мы готовим для вас шикарное шоу, как говорила уже Изабелла Андреевна. Ждем нашего главного гостя Валерия Шатаевича Меладзе. Он выступит у нас с полной концертной программой, которая будет длиться в течение часа. Он исполнит для гостей около 15 своих песен и также хитов, которые полюбились нам всем. Ждем вас с удовольствием на финал и пожелайте нам удачи, девочкам, всем,
Желаю искренней удачи. Каждая из вас уже победительница. Каждой девушке уже питаем какие-то искренние, теплые материнские чувства, даже так можно сказать. И следите, пожалуйста, за дневниками конкурса. Привет всем, меня зовут Корякина Лилия, мне 20 лет, я представляю город Якутск. На данный момент я учусь в Москве, в РГГУ, на 3-м курсе социологического факультета. В общем, сегодня я хочу рассказать вам про первый день... Хорошо. Про первый день нашего увлекательного путешествия в Мисс Якутия. В общем, сегодня мы посетили очень классную, потрясающую достопримечательность Якутии, усадьбу Атласовых, где Валентина Иннокентьевна Атласова, сама хозяйка усадьбы, провела нам очень интересную экскурсию, где она показала нам различные какие-то обряды, вещи, которые несут особый смысл, антикварные, и нам действительно было очень интересно. Затем мы думали, что это уже очень круто, но организаторы устроили нам алгыс, где, собственно, сама Валентина Иннокентьевна сказала нам очень добрые слова, напутствия, и она осветила нас и защитила, и это было очень интересно, загадочно, и, в общем, такие мурашки были. Если описывать ощущения, то у меня появились мурашки, я очень так погрузилась в эту атмосферу, и потом уже после я поняла, что я стала крепче, я стала спокойнее, я стала сильнее. И за это я очень сильно хочу поблагодарить усадьбу Атласовых. И после этого у нас был обед с организаторами, с девочками, и мы поехали в нашу гостиницу «Лена», где мы проведем весь остаток конкурса. Нас заселили в номера, и мы действительно очень-очень рады, что номера очень... В общем, нам все понравилось. Нам выдали, вы можете видеть форму, и форма очень крутая. Я даже не думала, что будет форма на самом деле, но форма есть, и она очень клевая. Такие дела. Всем привет, меня зовут Нария Левина, я представляю Амгинский улус, мне 22 года. На конкурс я решила пойти с помощью поддержки моей подруги, она меня повела на кастинг, и, как видите, я оказалась на этом масштабном конкурсе. Хотелось бы чуточку рассказать о себе. Я окончила технический лицей Нины Афанасьевны Алексеевой, далее я сейчас получаю второе экономическое образование в Северо-Восточном федеральном университете на факультете экономики. Сегодня мы с девочками заселились в гостиницу «Лена». Он находится в самом центре города Якутска. Здесь очень уютно, красиво. Мы очень рады, что у нас заселение такое общее. В общем, впечатление у меня только положительное от конкурса. Всем желаю удачи! Всем привет! Меня зовут Кушнирюк Елизавета, мне 22 года. Я представляю город Якутск. Я работающая студентка Северо-Восточного федерального университета. Учусь на юридическом факультете. С детства я увлекалась вокалом, пением и моделингом. Я ходила в школу модельную с 16 лет, и когда узнала о кастинге «Мисс Якутия», то сразу решила, что буду участвовать на таком региональном конкурсе. Также сегодня мы заселились в гостиницу «Лена» с девочками, и мы здесь будем жить около 10 дней. Что нам предстоит дальше, я не знаю, но сейчас все очень прекрасно, я счастлива, очень крутая атмосфера. Также у нас сегодня будет первая пресс-конференция, на которую приедет НВК «Саха» и другие общественные СМИ. Будет очень весело.
Также я хотела бы пожелать всем девочкам-участницам побольше терпения, усидчивости, дисциплины, потому что наши организаторы самые строгие организаторы. Мы живем здесь как воины. Нам очень много запретов сделали, вплоть до того, что даже нельзя пить кофе. Мы очень взволнованы и все очень ждем финал. Всем девочкам желаю удачи. Я только хочу пожелать девочкам действительно собраться с мыслями, самообладание иметь, потому что это стрессовая абсолютно ситуация. Я знаю, о чем говорил вам каждый, что сейчас это уже предел, на самом деле дальше будет еще усиленная работа над собой. Мы все являемся потомками наших предков, безусловно, мы. Хочу сказать, что действительно конкуренция не ощущается как таковой, потому что может быть это только вот. И как-то у нас царит какая-то очень такая атмосфера, очень приятная, да, дружелюбная. Салют, Якутск! 24 января я приглашаю вас на конкурс «Мисс Республика Саха-Якутия», где в рамках проекта подарю вам свой концерт. Мы споем с вами старые и новые хиты и окунемся в настоящую атмосферу красоты и романтики. До встречи в ЦСП «Триумф».